Водичку можно? Да, сразу передай вот сюда, поставьте. Как раз на голову поставь. Начинай. О, сразу сколько раз. Добрый день, дорогие друзья! Снова наша рубрика «Прямой эфир с гостем». И сегодня у нас очень необычный эфир. У нас, в принципе, каждый эфир очень необычный, интересный. Но посвящен наш эфир теме предстоящего суперкубка Абазашты по футболу, друзья. Прежде чем я представлю вам наших гостей, сразу сообщу, что вам нужно подписаться на наш YouTube-канал, нажать на колокольчик и не пропускать наши YouTube прямые эфиры, или как они называются, стримы. Там видео остается навсегда, и вы сможете потом в повторе посмотреть этот прямой эфир. Теперь давайте знакомиться с нашими гостями. Как вы видите, они в таком легком напряжении пребывают. Такие бравые Абазакатцы у меня сегодня в гостях. Друзья, капитан команды Аула Псыш по футболу Рустам Ляу и нападающий команды Эльбургана по футболу, соответственно, Азрет Ксалов. Парни, салам алейкум, добрый день, большое спасибо, что нашли время и силы посетить нас сегодня. Этот эфир очень важен, поверьте, просто даже для популяризации футбола, для того, чтобы обсудить прошедшие мероприятия, так как у нас было целых два турнира и один вот супер кубковый матч. Сразу же обозначу, вот так вот он выглядит. Да, вот он такой красивый, здесь специальное нанесение у него, медали, соответственно. И в эту субботу, 15 сентября, на стадионе Аула Эльбурган приглашаем вас. Состоится суперкубковая встреча между командами Аула Псыш и командой Аула Эльбурган. Сразу отмечу, что эльбурганцы уже титулованные, они выиграли чемпионат Абазашты и также смогли выиграть кубок Абазашты. Немного было досадно лично для меня, что коллекцию трофеев не пополнила кубок абазинских игр. Ну, я думаю, основные такие турниры вы уже взяли, поэтому можно есть чем гордиться. И, в принципе, этот год в плане спорта ваш. Теперь самый главный первый вопрос. Парни, давайте немного познакомимся с вами и сразу озвучу свой вопрос. Можете добавить какую-то ремарочку. Как вам чемпионат Абазашты? Вот, сразу скажу, что организация Лошара в принципе оказывала только содействие. Основные организационные моменты легли на принимающую сторону. Как вам известно, игры проходили, как называется, в формате в гостях и дома. И каждый, соответственно, населенный пункт, который играл, он принимал у себя игры чемпионата. И начнем, пожалуй, наверное, с Рустама. Ассаламу алейкум всем. Зовут меня Рустам, фамилия Ляу. Представляю футбольный клуб Аула Псыжа. Что могу сказать о чемпионате? В принципе, на самом деле очень приятно было поиграть. Мы играли, как в Новокувинске играли, потом в этом Эльбурган. Ну, все аулы, как бы, мы узнали многих и парней, со многими поиграли. Было очень приятно на самом деле. Такой чемпионат, знаете, и даже в КЧР проводится вот сейчас. Лет 5 его не было, а вот тут и Абазинский район, как бы, все получилось нормально. Очень классно было. Обидно только то, что Эльбурган, как говорится, забрал у нас и кубок. Ну, не забрал, а выиграл вполне достойно и кубок, и чемпионат. Так, в принципе, будем стараться сыграть за суперкубок. Посмотрим, что получится с этого. А так, очень здорово прошло все. Очень было приятно поиграть. Азрет? Меня зовут Азрет, фамилия у меня Ксалов. Играю за Аул Эльбурган. Что могу сказать насчет футбола? На самом деле это очень приятно, что мы столько времени прошло на самом деле, что вот так вот районы такой большой масштабный футбол проводили, что на выезде, что дома. Это на самом деле очень приятно. Что я могу сказать? Соперники все достойные были. Псыж показал хорошую игру тоже. Обмен любезностями, да, чисто такой произошел. Хорошую игру. На самом деле, это очень приятно, когда есть люди, с кем ты можешь сыграть, получить больше эмоций в футболе.
пускай там в самом футболе какие-то там перекрикиши бывают там между командами, но это спорт, этого, да, кажется, да. это спорт, и все равно мы остаемся друзьями, все равно мы братья, как мы выходим с поля, как бы это все хорошо. Да, хочется отметить, на самом деле, организаторов, ну, очень как бы и неожиданно для нас было, что Да. я изначально и подумал, что ну, навряд ли это все можно будет провести, потому что организационный момент это очень сложно на самом деле. И тем не менее, вот провели хорошие, достойные игры прошли. И не то, чтобы там организаторы нас скинули, сказали, сами играйте, я видел... И Расул постоянно приезжает на такие матчи серьезные. И, ну, очень приятно было. Не, вообще, очень да, приятно. на самом деле нам очень понравилось. Естественно, есть какие-то моменты, которые можно в следующем году доработать. Я думаю, это доработается. Хотелось бы, чтобы не только в Эльбургане, там, не только там в других каких-то аулах, там, в которые мы ездили, были поля, которые могли, которые позволяли играть на таких полях. На самом деле нужно. Да, чуть хочется, да, чтобы хочется, чтобы были, обратили внимание на это, потому что молодежь вот приобщается. Вот даже я смотрю, не то чтобы псы, даже возьмем Эльбурган, очень много молодых ребят, которые в том году были вообще молодыми. Они, даже на поле выходили, но были очень сырые. Сейчас вот у них есть поле, у них видно, что ребята уже понатаскались и уже показывают футбол. И поэтому, я думаю, даже во многом и за счет этого, как бы вот за счет таких хочешь сказать, что ребят, за счет инфраструктуры, наличия инфраструктуры идет развитие? Конечно, идет развитие и как бы и результат. Ну, на самом деле, когда ты видишь вот такое поле, вот как в Эльбургане, да? Ну там невозможно не играть. Хоть ты не любитель футбола, но тебя все равно туда затягивает, чтобы поиграть. И это, в принципе, и для подрастающего поколения тоже это очень хорошо, на самом деле. Лучше будет, если с каждым годом какие-то там усилия будут придаваться этому, чтобы строили поля, делали поля, чтобы люди могли собираться. На самом деле, вот даже со стороны, когда люди смотрят на футбол, они слышат крики. На самом деле эти крики очень сильно приближают друг к другу. Потому что сегодня мы перекричались друг с другом, да? На самом деле они не знают, когда мы выходим, какая у нас дальше идет жизнь. Мы в городе встречаемся, мы где не виделись, обнимаемся. Хоть как бы мы ни заканчивали на поле, на самом деле после поля... У нас соперничество только на поле, да. Дальше мы уже друзья. Потому что, да, конечно, потому что это интерес, это футбол, это спорт, и на эмоциях, это каждый хочет выиграть, не хочет проиграть, это и есть стимул, который тебе придает вообще двигаться вперед. На самом деле это все прекрасно. Организаторам большое спасибо, на самом деле они очень такую неожиданную реально вот сделали для нас, можно сказать, подарок. Я думаю, вот, допустим, элементарно возьмем даже абазинские игры, тоже делаются, вот возьмем с первые года, когда они начинали делать, людей было очень мало. И с каждым годом и людей стало больше, и те же, которые упражнения не совершались, с каждым разом улучшаются. Уровень растет, потому что люди начинают ждать этот праздник, потому что на самом деле это праздник, когда такое бывает. Точно так же и футбол. Сегодня пускай на поле будет болельщиков 10 человек, в следующем году уже будет больше. Просто нужно делать, на самом деле нужно делать, не надо, как говорится, руки опускать, дальше действовать. На самом деле все прекрасно, но... Переходим к центральному вопросу, парни. Очень приятно, что вы так эмоционально включились в беседу. Организационный момент. Мне интересно вообще вот этот момент за кадром. Как собирались команды? Вот ты как в амплуа капитана, Рустам, и ты как в амплуа незаменимого игрока команды. Как тебе позвонили, сообщили, как-то же это происходило, момент приглашения, как-то же сообщали. И вот, Рустам, как ты собирал команду? Кто у вас был движущей силой? Вот, кто вас заряжает, мотивирует? Вот эти вот моменты организационные, расскажите, пожалуйста. Я понял вопрос. В ПСЖ, на самом деле, я многим уже об этом говорил, на самом деле с этим очень сложно. Молодежь очень неподъемная, это... Я сейчас уверен, те, кто там смотрит, почему неподъемная? Пусть меня увидят, и, знаете, может быть, кто-то и подумает, на самом деле, что есть АУ, что на самом деле спортсменов много,
А вот когда начинаешь искать среди ребят, не то чтобы там выискивать какого-то футбола, нет, просто желающего поиграть, таких тоже становится мало. Ну, как говорится, собрали. У нас, видите, вот мы в ПСЖ, мы постоянно все играем на нарте, все. Оттуда есть ребята, которые, это вот как Пшмахов Амар, Пшмахов Арсен, Табишев Артур, вот они нас тоже, за нас играют, очень как бы серьезную поддержку нам оказывают в этом плане. Ну вот так мы скомплектовали команду и вроде бы получается, играем, ну вот так как-то. А как проходили тренировки или проходят вот какие-то мотивационные речи, какие-то разборы полетов? Как вы решали, кто где на какой позиции будет? Какие-то по-любому схемы игры есть, потому что чемпионат довольно серьезный, там как бы без тактических наработок не обойтись. Вот как это происходило? Ну вот смотрите, ну мы вот тренируемся, вот опять же на нарте, там тренируется юношеский нарт Магомедовича, Бориса Магомедовича. Мы с ними играем постоянно двухсторонки, как бы там тоже пытаемся поднатаскаться чуть, и молодежь поднатаскать, но есть все равно ребята, которые, ну, как бы пытаются еще Это знаете, как в проходит? состав в это войти. И говори, Азрет. Не, говори. Говори, я ничего сказал. Интересно узнать, да? Не, на самом деле, знаете как, вот вы задали такой вопрос, кто где, как, на каких позициях играет. На самом деле нам поскольку сейчас лет, уже мне, допустим, 29 лет, ему тоже вот уже 30 лет, наверное, уже постарел, но ничего, не суть. И уже за определенное время мы уже как бы, город маленький, мы уже друг друга узнали. И как бы не только сегодня мы играем в футбол там в Абазинском, мы вообще играли изначально давно, что во дворе, что где бы не попал, мы все друг друга уже знаем. Да. Мы уже знаем, допустим, да, кто на каких позициях играет. Допустим, даже если человек пришел, допустим, у него спрашивают, где ты больше любишь, ну, видишь себя играть. Он показывает, я вот на таком. Тут не таких, как, значит, что там мы там капец разработали что-то, да. Это все обычно, чтобы для людей не было, это капец. Обычно говорить начинаем, что вот, например, все провально, или что мы натворили, это уже после того, как там пустим, там, вот, допустим, в игре с Эльбурганом на кубок, вот мы когда проиграли, потом только начали думать, что, где, какие ошибки были. Ну, как бы, постараемся их исправить. Надеюсь, не в этом году. Да, очень интересная беседа. Идем дальше. Следующий центральный вопрос. Это 15 сентября, это аул Эльбурган, это матч за Суперкубок. Там, насколько мне известно, будет еще и разогревочный такой матч среди ветеранов, среди желающих. Чтобы вы как-то подготовились, успели размяться, все-таки с утра проводим это все, чтобы потом блок награждения тоже не затягивать. Расскажите, пожалуйста, как у вас сейчас проходит подготовка, проходит ли она вообще? Или вы просто каждый автономно физическую форму поддерживаете, а потом уже на месте как-то обсудите и будете импровизировать? Или все же Суперкубок есть желание добавить в свою комнату трофеев? Да, 3 кубка не помешало бы нам, конечно, на самом деле. Ну, как вам сказать, не то, что мы к этому готовимся, как бы ребята играют, допустим, я живу в Черкесске, на самом деле, а основная команда, вот кто играет, они в основном находятся в ауле. И они каждый вечер проводят тренировки и играют между собой. Ну, как бы я тоже здесь тоже выезжаем, тоже играем с ребятами, как бы. Конкретно, чтобы вот так собраться там и там выставлять какую-то игру, там стараться там в субботу показать что-то, такого у нас такого нету. Просто поддерживаем физическую подготовку свою, абсолютно ничего таких не придумаем. Также и у нас мы тоже 2 раза в неделю пытаемся выйти, побегать. Они больше готовятся, чем мы. Почувствовать. Ну, сейчас уже мы вынуждены больше подготовиться, потому что больше готовятся, я знаю. Не хочется, как говорится, все подряд отдавать. Ну, посмотрим. Пусть победит сильнейший, как говорится. А мне вот еще знаете, что интересно? Еще раз обращусь к слову амплуа. Рустам у нас, в принципе, в классике жанра капитана футбольных команд защитник, а Азрет ты нападающий. Вот. Все равно будет наверняка момент, где-то флангами поменяетесь, как-то что-то, но на какой-то определенный отрезок времени матча вы все равно встретитесь на поле. Да мы вот туда как здесь сидим и всю игру бегаем. Кстати, они меня втроем держат. Их 3. Втроем они страхуются. Мне на самом деле очень приятно играть с людьми опытными, которые
видят игру и читают, да, так читают сказать, твое да. какое-то там, допустим, движение, потому что на самом деле это очень интересно. Ну, бывает, когда и получается, бывает, когда не получается. В общем, все хорошо, все проходит на высшем уровне на самом деле. Единственное, технический момент еще можно подоработать, который нужно дорабатывать. Допустим, бывают такие моменты с судейством, там какие-то моменты бывают, да, там. Ну, вот эти маленькие технические моменты можно как-то уже в следующем году чуть улучшить. Ну, я вам скажу так, вообще момент судейства, это на самом деле он не такой легкий, как кажется. Судить, вот мы вообще договаривались, каждой команды будет кто-то как-то судить. Может быть, как-то в моменте так и получалось, но бывали и ошибки, и, знаете, бывали и такие ошибки, которые приводили в итоге там ошибка судьи, там пенальти, гол и все, и решали встречи. Ну, я думаю, мы как-то сами в следующий раз обдумаем тоже, подойдем к этому. Есть люди, которые знают футбол, которые поиграли в футбол, будем стараться привлечь их. Ну, как бы, опять же, свои ребята. Следующий вопрос такого плана. Вот, сколько я наблюдал за игрой Эльбругана, честно признаюсь, несмотря на то, что есть Азрет Ксалов и непосредственно представитель рода Ксаловых, я отсылку на Суслана сейчас сделаю. Ребята такие крепкие, в форме, но команда ПСЖ как бы уже таким нарицательным стала, что ребята в основном все крупные, на массе, ребята все такие, как бы, предположим, такой человек на тебя бежит, ты как бы мяч оставишь и уйдешь просто в сторону. Но команда Эльбругана наиболее техничной. Вот признано, мы как-то в комментариях, не помню, где-то, прошу прощения за такой сленговый, зацепились, и все же был момент, что отстояли, что команда Эльбругана одна из самых техничных. Вот какая-то по-любому у вас сейчас установка есть. Почему? Потому что просто даже на фотографиях посмотреть команду Эльбругана, команду ПСЖ, массой они вас превосходят в несколько раз, это точно. 100%. Вот. Но вы действительно техничная команда, команда с определенными методами, команда с определенным видением игры. И даже взять молодежный наш турнир Алашара среди школьников, всегда команда Эльбругана, она больше берет тактикой, прям откровенно тактикой. Вот сейчас какие-то установки на игру есть у вас? Я немного в футбольность уйду, но думаю, мне простят наши зрители. Да. Я начну. Ну, насколько я вижу, не то чтобы я сейчас говорю, не хочу никого обидеть, но не думаю, что индивидуально команда Эльбруган техничней, но хочу отметить, что они намного наиграннее в США. Они действительно, я говорю, эти ребята, вот даже Азрет уже сказал, они ежедневно выходят, тренируются, играют, и реально в игре с ними это заметно, что каждый чувствует друг друга, каждый знает силы друг друга. У нас же такого нет, у нас каждый может быть и даже индивидуально может быть сильнее, но когда команда наиграна, с ней очень сложно играть. С ней очень сложно играть, и еще раз я это понял, когда мы играли с ними в финале, когда мы играли с ними 2 раза на кубок. То есть, на самом деле, ребята друг друга чувствуют, и большой плюс это им дает. Ну, знаете, как у нас не то, чтобы там команда была поменьше, это просто сам возраст. Там ребята очень молодые, там 23, 22, 24 года, они в основном так играют. Поэтому так кажется, что наши ребята чуть поменьше. А так насчет техники, я бы не сказал, что мы там капец разрабатываем какую-то технику. Она само по себе получается. В принципе, пацаны, как говорится, когда играют, они, вот он Ляо правильно сказал, что они наигранно делают, потому что тренировки все равно это свое берет, как бы это ни было, хоть ты приходишь на тренировку, не обязательно там отрабатывать какие-то пасы, там, это просто в игре. Чем чаще ты играешь между собой, начинаешь чувствовать. Ты начинаешь же чувствовать, какие у нас эти есть. Мы особо ничего не делаем, мы стараемся держать мяч в центре, стараемся, хотя центр чуть-чуть сейчас чуть провальный, но стараемся флангами играть, забросами играть. Как-то вот само по себе, там, ничего не придумываем, мы абсолютно просто ничего. Очень, очень сильно решает это то, когда, на нашем уровне, знаете, даже собираться и 2 раза в неделю тренироваться, это тоже большой плюс. Потому что людей вроде бы собираешь, у нас как бы у всех есть группы, мы собираемся, все, вот она тренировка, особо никто не собирается. Очень сложно.
вот в Эльбругане. Я просто там часто бывал, ездил, я всегда смотрю, ребята всегда играют, ребята всегда, ну, как бы, видно, что тренируются. И на поле видно, что ребята тренированы. Вот так. Да, вот это, наверное, были тоже ключевые комментарии. Уверен, там очень много пометок сейчас было для себя сделано. Такой вопрос из разряда больше таких культурных, моральных. Как дома относятся там семья, родители, братья, сестры вот к тому, что вы в чемпионате стабильно куда-то выезжаете? Команда Эльбруган так вообще одни из самых титулованных вообще за всю историю футбола Абазашты, откровенно говоря. Вот какие-то комментарии ж наверняка были, все равно где-то в социальных сетях, где-то в беседе, все равно люди узнают. И поэтому я более чем уверен, с вами какой-то, да, небольшой семейный диалог происходил. Вот как это было? Ну, у нас как, меня не абсолютно. Отец, когда я выхожу, спрашивает, куда ты идешь, я говорю, играть в футбол на Эльбруган. А у меня уже не спрашивают. Все уже знают, куда я иду. У меня одно направление, как бы... Как-то так вот, играем, и отец, я еще когда мелкий был, всегда он приходил, как бы на игры смотрел, сейчас уже приходит, ну, как бы редко, вот так как-то. Уже все привыкли к тому, что вот, вечно на поле играем в футбол. Я абсолютно не только за все, потому что когда тем более еще говоришь, что ты выиграл, приезжаешь, на самом деле это приятно, да, ну чуть вам это непонятно. Молодец, молодец. Да, подколол называется. Ну это я шучу, это шутки просто. Да, мы только за, у нас обстановка всегда... Чтоб чуть накаленная не была, такая раз чуть размягчить. Надо всегда, я ему когда заходил, я ему сказал, ты подожди, зибиды. Будь начеку. А вот такой вопрос созрет, наверное, больше к тебе. Преимущественно я заполнял таблицы, публикации касаемо итогов тура делал я, да, там ошибки тоже бывали, сразу говорю, там наверняка кто-то сказал, вот кто там по маркетингу допускал, бывало, конечно. Но мячи, по-моему, были, но поражений нет вообще. А вот как-то команда потом не зазвездилась, нет? Нет, абсолютно. Вот мы помимо вот этого турнира, который мы играем, мы сейчас играем еще на Республике, Абазинский район. Выставила команду, как бы мы сейчас играем на Республике, чемпионат Республики. Не сказать, что она зазвездилась, как бы, почему зазвездиться? Не сказать, что мы всех капец мы проходим только так легко, это все очень сложно удается, потому что, блин, на самом деле каждая игра, тем более есть исключительные игры, где ты реально дают хороший отпор, это Псыж, это Красный Восток, у них тоже очень хорошая команда. И все остальные аулы как бы играют, но нужно подтянуться чуть, я думаю, в этом плане. А команда Инжичкуна как играла? Кстати, дерби пролива, да, так называемая, да, абазинская Эль-Классика, да. Кстати, да, это Эль-Классика, серьезно. У них очень хорошо играют ребята, тоже, конечно, абсолютно. Просто в этом году у них чуть-чуть провальный момент, наверное. Чуть-чуть есть. Они, наверное, сейчас сидят за том, на абазинских играх отыграли. Ну вот, знаете, и хочется отметить те команды, которые в силу того, что они проигрывают, да, вот, это, допустим, Старокубинск тот же, даже Казма, они вот приезжают на каждый матч и играют. Это многого стоит, знаете, вот, знаешь, что ты сейчас едешь играть с лидером, да, выходить играть, молодцы на самом деле. Очень это похвально, я думаю... На самом деле это да. Вот я даже не представлял, вот если, допустим... Каждую игру едешь, и тебе сложно, ты проигрываешь, и ты все равно на следующую игру едешь. На самом деле это, да, очень серьезно. Это многого стоит, на самом в спорте. Это... Сила воли к тому, чтобы... Ну, это просто желание, у людей есть желание. Когда у людей есть желание, просто нужно создавать условия. Если условия будут люди играть. Пускай они сегодня плохо сыграют, завтра они уже будут получше играть. Потому что поэтому все упирается в условиях. Если турниры будут проводиться часто... И, соответственно, будут игры интереснее с каждым годом, и с каждым годом еще лучше и лучше, потому что люди не стоят на месте. Да, если им есть стимул, куда расти, они будут расти, если показывать какие-нибудь... Да, сейчас, знаете, вот даже вот команды НАРТ нету профессионального клуба. Это единственная республика, где нету профессионального клуба. Ну вот, допустим, мы даже 2 года назад с Азретом мы играли в одной команде.
И вполне нормально у нас получалось. Мы там третью строчку, и то там за нарушение, короче, нас сняли, и третью строчку мы потеряли на 4-м месте, там из 15 команд было, заняли. да, это в крае. Это Ставропольский край, и я вижу, что здесь реально есть потенциал у ребят, которые могут играть, которые могут показывать и доказывать, что они действительно могут. Ну, видите, опять же, все упирается, вот, допустим, тренироваться, ты сейчас скажешь человеку, он скажет, я самбо занимаюсь, ему скажешь, у тебя футбол хорошо, он скажет, ну зачем мне это надо, у нас здесь даже некуда идти, ну пойдет он, поиграет здесь чуть в нарте, там, травму получит и закончит. Вот это тоже очень сильно решает, хотелось бы, чтобы у нас был клуб, чтобы у ребят было стремление, чтобы мы, как бы, было бы очень приятно смотреть. Да. На самом деле золотые слова говоришь, Рустам, это, наверное, больной такой вопрос. Но я уверен, в принципе, у нас стадион отстраивается сейчас. Скорее всего, в течение пару лет все пойдет. Ну, надеемся. На хороший такой вектор развития. Да, будет хорошо. На самом деле, чуть от темы отойдем, да, вот здесь сказали, что это Инстаграм, да, где мы сейчас снимаемся, там в Инстаграме, у нас там прямой эфир. Вы не подумайте, что мы абазинский не знаем. Просто люди, которые будут присутствовать, там, может, которые не понимают абазинский язык, чисто из-за них мы разговариваем на русском, а так полностью до конца. Так что как-то вот так вот. Тут вот Key.Oraz221 пишет такой комментарий. Как на финале Лиги Чемпионов будет, это не халам-балам. Видите, все ждут уже этот матч. Да, будет приятно, конечно, если будет много людей, да, приходите. Много болельщиков, приходите, всем будет будем интересно. рады. Я думаю, Рустам Азрет вам передают пламенно базинский салам. Я специально держу рядом смартфон, чтобы мониторить быстро вопросы. Идем дальше. На этом вопросы не исчерпаны. Вот такой вот вопрос у меня к вам. Кстати, очень приятно, что вы отметили и Старокувинский Азму. На самом деле, да, у ребят, скажу как сотрудник организации Алла-Шара, что были моменты, когда они к нам обращались, что у них был какой-то моральный спад, но молодцы, они не сдались, они дошли до логического, ну, понимаете, да, тем более там у них особо старшего нет, ребята действительно молодые, там даже школьники в составе есть. Прям действительно это очень круто, поэтому очень-очень приятно, что вы это сказали, что вы это заметили, что вы это подметили. Я уверен, парни, которые это потом будут смотреть, им будет действительно очень приятно, что вы так их поддержали. Конечно, конечно. Всем командам, которые играли, большое спасибо. На самом деле, если бы их не было бы этого турнира. Да, просто... Когда они есть турнир. Каждый внес свою лепту. Да. Самое главное, мы собрались, хоть раз друг друга в лицо увидели, узнали, тоже хорошо. В принципе, так. Да. Вот еще один следующий вопрос. Небольшую предысторию расскажу из того расчета, что сейчас, как вы знаете, организация Лошара закладывает такую философию проведения мероприятий, что мы проводим совместно с кем-либо, приурочено чему-то, и всегда рассчитываем на поддержку актива, активистов, там, общественных советов конкретного населенного пункта, где мы планируем провести мероприятие. Вот, положа руку на сердце, парни, как вы видите будущее чемпионата Абазашты? Кубок, понятно, это 1-2 дня, там особо трудностей нет, это несколько часов на взвоне посидеть, там не особо сложно. А вот чемпионат это как регулярно, стабильно, это орг-моменты. Вот, какие вы видите сложности, в чем бы вы могли бы там войти в оргкомитет, и может вы даже как-то можете обратиться к нашим зрителям, там, к ребятам с других команд, чтобы они не теряли запал, чтобы в следующем году уверенно стартовали с первыми теплыми днями и айда. Ну, я начну, можно? Да, если что-то дополнишь. Ну, я думаю, в первую очередь, было бы, конечно, хорошо, если бы мы следующий год играли этот чемпионат. Ну, поддержка глав нужна. На самом деле, я думаю, что без этого очень сложно будет. Тут, знаете, такой момент, что и где-то выезжаешь на игры там в аулы, это все, допустим, ГСМ, ну, у кого-то, ну, люди по-разному живут, у кого-то есть возможность, у кого-то ее нету. И во многих моментах хочется, чтобы ты, ну, как бы,
был Поддержка человек, была, да, вот, поддержка например, была с глава района, с главы СЖА, аула, глава там. Бургана, чтобы как-то нам могли помочь. Так будет, конечно, намного легче. Ну, хотелось бы, чтобы все приобщились к этому. Как бы аул у нас не огромный, и чтобы люди видели, что нужно, где участвует твой аул. Как бы я сейчас не в упрек никому, я не говорю, что нас не видят или еще что-то. Ну, но чтобы на следующий год это было еще красивее, еще красочнее, я думаю, надо, чтобы подключились наши главы. Да, на самом деле. Это знаете, как вот, допустим, вот сейчас они сделали пробу. Я считаю, это как будто, ну, как бы это Пилотный проект, да. да, такой. Вот запустили такие соревнования, которые, я думаю, они увидели на самом деле, что люди играют. Мы еще раз подчеркиваем, были люди, которые проигрывали, у них было 0 очков там, или 1 очко, они все равно приезжали на игры, они все играли. Это уже видно, что люди хотят играть. Дальнейшее, на самом деле, вот Стан правильно сказал, было бы хорошо, на самом деле, если бы поддержка была от глав поселений каких-то, там, Эльбурган, Псыж, не имеет значения, чтобы была какая-то помощь для тех людей, которые, ну, с транспортом, хотя бы как минимум с транспортом, чтобы они могли передвигаться, как бы улучшить этот процесс. Я думаю, во всем остальном, в принципе, все хорошо, все понравилось. На самом деле, да, изначально, когда этот турнир, ну, нас собрали, сказали, что вот так хотим провести, вот Расул Чуков, он нам сказал, вы знаете, ну, как бы это все мы хотим для того, чтобы вот население, чтобы приобщилось, чтобы, ну, вы друг с другом знались, общались. И на самом деле так и получилось. Мы играли на край, да, вот была команда там, и Синтуки была команда, и Минводы была команда, и Кисловодская команда была, Нарзан. И я на самом деле и не знал, что эти ребята с Красного Востока, что они абазины, да, и я вот только здесь узнал на чемпионате, что они абазины, что они как бы играют за Красный Восток. Очень на самом деле приятно было и с ними и поиграть, и познакомиться. Многих людей на самом деле мы и узнали, и очень приятно. Ну, это да, это очень Да, приятно. кадровый голос помешали, я думаю, не помешает. Там я смотрю, эфир очень интересный, на самом деле. Вот просто, когда вы сказали, что уровень футбола в чемпионате, в принципе, неплохой. И мы, когда в программу включали чемпионат Абазашта, у нас еще задумка была такая, я чуть опережу события, если он будет развиваться в том ключе, как мы хотим. Ну, мы еще так навскидку подумали, в принципе, если годик-два пацаны между собой поиграют, то интересно, мы сможем ли собрать такую команду, ну, сборная Абазашты как-то назвать, не знаю, которую можно выставить на край. Вот вы тем более говорили, что в одной команде играли на крае. Если сравнить, оценить уровень игроков чемпионата Абазашты и объединить в одну команду, есть шансы там зацепиться за какие-нибудь призовые места там. Ну, вот, в каждом ауле, в принципе, неплохие ребята, и команда получилась, мне кажется, очень не слабенькая. Да, на самом деле, вот край, там есть 2 подгруппы. Если начать с второй подгруппы, я думаю, вообще мы ее можем выиграть. Если мы сделаем с командой, допустим, Эльбургана, Красного Востока, Инчкуна и Псыжа команду, опять же, это там должен быть и тренер, и ежедневные тренировки. Ну, сам уровень позволяет? Сам уровень вполне позволяет. Вполне. Мы играли даже вот со Зретом на первый там как лиги, вторая, первая. На первую играли, и очень хорошо получалось. Я думаю, а тут ребята действительно очень хороши. Ну, видно, что потенциал хороший, большой потенциал. Просто они все и молодые, и да, на самом деле, да. Вполне можно. На самом деле, на молодых ребят очень много, которые и понимают футбол, и видят футбол. Очень много молодых ребят, которые могут играть, просто нужно мотивировать, я не знаю, как-то заводить их. Я думаю, нет невозможного, это очень хорошо будет, если на самом деле в крае будем выступать, потому что на самом Тем более, деле... если через кого выбирать, да, материал конечно. хороший. Но первый пробный шаг уже пошел, да, на Кубке Республики. Вот смотрите, да. 2-3 команды объединились, это уже шаг к тому, чтобы в будущем объединиться в одну большую команду. Да, конечно. В Республике, вот сейчас мы играем в чемпионат Республики, вот на Республике, вот мы в тройке, это однозначно, в тройке. Это и то объединились 2-3 аула. Два аула. Это Инжичкуна, Эльбурган и один человек Кубик.
с Красного Востока играет. И то у него как получается, он приезжает, не приезжает. В принципе, ну, 3 аула, ну, 2 аула, можно сказать, которые объединились и играют. И достаточно неплохую игру показывают, я думаю. Если еще из Красного Востока, если ПСЖ объединить, да, это будет на самом деле очень мощная команда. Знаете, как не то, что даже объединить их, объединить это одно. Можешь взять звезд футбола, если ты тренировался не будешь, да, сыгранности будет, это бестолково будет. Я говорю, да, тренировки нужны. Это должны быть тренировки хотя бы в неделю 2 раза, хотя бы, чтобы виделись и играли. А так можно, почему это очень хорошее будет. Скажите, пожалуйста, сколько времени мы в эфире? 35 минут. 35, да? У нас есть еще время, в принципе. Есть у нас еще вопросы? Именно такие более организационные. Организационные, я смотрел эфир, они, в принципе, все охватили. У нас реально хромает судейство и организация команд. Судейство, ну, в принципе, мы с ребятами обговорили, что, положа руку на сердце, у нас в республике среди своих же ребят нет специалистов, кто мог бы хорошо отсудить. Ну да, ну как Да. судейству никаких проблем не было на самом деле, если так взять, нигде не было спорных моментов. Ну, это касательно говорят судейства. финалисты. Возможно. Будучи победителем, легче так говорить. Абсолютно. Скажите, Абсолютно, на самом деле, судейство было Это мы нормально. узнаем 15-го, да, там, судейство как у нас, да? нет, проблем нет, Рустам, если что. Не, ну, на самом деле есть, у нас нет, согласитесь, профессионалов нет. Вот что прям У нас вышел. есть Кенжев на всю республику. Да, один Кенджи и все. Ну, вот он сейчас республику. Можно было вообще именно с помощью вот этого чемпионата вообще выращивать судей тоже. Молодых натаскивать. Ну, каким способом это будем думать, но все равно в республике нужны все равно судьи свои. Один Кенджи и все, но нужны молодые судьи. Вот, допустим, Кензев судит не один, ну как бы он судит именно Со своими ребятами. со своими да? ребятами, как бы они уже. Он их натаскивает. Да, они как бы. Уже хорошо. Да, это вот у них есть судьи, которые В могут. каждом ауле вообще хотя бы по одному нужно выращивать. Ну да. Тоже, как это сделать, тоже будем думать. И поля, естественно, поля, это в принципе, это в первый год, и за 1 год отстроить поля это невозможно, но в принципе принимающая сторона видела, те, которые ездили, видели, я думаю, какие-то выводы будут делать, если даже поля как в Ульбургане не будет, хотя бы там грейдером пройтись, Ну что-нибудь разровнять, я думаю, Да. какие-то шаги для того, чтобы улучшить инфраструктуру, я думаю, Да, уже на будут. самом деле от этого очень много будет исходить. Молодежь будет, я еще раз повторяюсь, мы об этом говорили уже, будут играть на этих полях ухоженных. Даже вот я же говорю, я вот в Ульбургане как проезжаю, они кто-то борется, кто-то играет, кто что. Ну, в общем, дети На там, самом дети деле, да. развиваются, дети в спорте. в любом Условия случае. затягивает Да. детей, хочешь, Да, не хочешь. да. В Ульбургане на самом деле, ну, ты если даже не футболист, вот Азрет говорил, Да. да, ты просто хочется зайти туда, да, и поиграть. В Ульбургане был один случай такой смешной, когда только-только там уже искусственно поселили, и этот один на лошади, да, приезжал. Ну, обязательно схапта. Реахлад бзет, штаб рейс рахенда. То есть настолько вот естественный цвет травы, да, там настолько все красиво. Но это не в упрек, там, скажем, остальным аулам, что вот у вас нет, в Ульбургане есть. Нет. Просто это на самом деле, когда Есть к чему красиво, стремиться. да, это и публику привлекает. Сейчас где-то на поле, где-то на поле делать, зрителей не будет. Да, и Если само хотите- качество игры. Вот знаете, даже как я тебя перебью, вот раньше, если ты помнишь, мы когда играли на чемпионате Да. республики, вот клянусь, я вот не помню такого аула, мы даже выезжали, там это была республика, чемпионат республики, мы точно так же, вот как мы сейчас Абазинский сделали, точно такой же, с домашними короче, дома и на выезде играли. Когда к нам приезжали играть, я тебе говорю, вот я не видел столько болельщиков, сколько у нас было болельщиков в других аулах. На самом деле у нас очень много болельщиков Ну, было. это спортивный аул, это традиции там Вот с просто детства. вот они собирались, просто старики. Ну, там, честно, мужики. Азрет, вот ты сейчас сказал, я перебью, условия условиями, действительно, тогда было больше зайти. Конечно. Или нам казалось, Не, из-за больше того, нет. что мы моложе были, дядьки больше кажется. Может, Нет. ну, Честно Ну, признаюсь, раньше парни, было, это раньше был больше один людей. из моих заключительных вопросов касаемо группы поддержки. Как-никак это суперкубковый матч. И вот у меня был вопрос. Привезете ли вы детей? Почему? Потому что мы вот как раз с Расулом Нурбиевичем обсуждали вот этот момент, что
команды, которые оспаривают суперкубок, чтобы они вышли на общую фотографию, на приветствие с детьми. Поэтому, парни, вот этот момент максимально, пожалуйста, обдумайте, если у вас есть возможность с собой взять прям вот малышей, Да, конечно. ну, имеется в виду, кто может ходить и так Бурган далее. уже создать готовит. Да. А Рустам, Начальник пожалуйста, Я подтягивайте обязательно, этот момент, почему? Потому что это доведу будет до своей действительно команды. очень красиво, да. Не, ну, А Рустам, племянников, деток, соседей, кого только можете. И касаемо группы поддержки. Ну и Бурган, понятно, там все же домашняя встреча, а вам немного полегче будет, Ну, мне дышаться кажется- будет легче. А как дела обстоят у команды Ауло Псыж? Ну, мы вот тоже буквально сегодня обсуждали этот вопрос. Хочется все равно, чтобы поддержка была, так интереснее намного играть. Многих в известность поставили, надеемся, приедут, поддержат. Здесь говорят, плакат Коги-Хаги-Хархазру. Да. Мне просто интересно, а можно задать там вопрос, Конечно. как они думают вообще? Они могут Бурган, вам задать. Эльбурган и Псыж. вот. Да, вот. И я его ждачок. Вот примерно это, ну, как вы думаете? Просто мне интересно. Ну, понятно. Но на самом деле, Азрет, ты немного опередил события. У меня уже готов опросник, он в отложенной записи. Друзья, сегодня в 18:00 появится на нашей странице в социальной сети ВКонтакте и в разделе истории в Инстаграме, за какую команду вы болеете и, на ваш взгляд, какая команда держит победу в суперкубковой встрече. Вот. А в ВКонтакте группа, можете просто в поисковике написать Алашара ВКонтакте, сразу выйдет ссылка на нашу группу, и там прям самой первой, мы ее закрепим, чтобы она никуда не убежала, будет голосование. Непосредственно за какую команду вы отдаете свой голос. Непосредственно Ауло Псыж и Ауло Эльбурган. И Поэтому- путем голос, ты весь секрет раскрой. Путем голосования мы объявим победителя. Да, пенальти ставим, да. На самом деле, Слава, самой пенальти. игры, на самом деле самой игры не будет. Мы вот как по телевизору показывают, да, там. Вот один вопрос такой. Вот, я думаю, организаторы, как бы, вы здесь, вы можете сказать, судейство, кто будет судить? Я скажу. Кенджева я попросил, ну, очень надеюсь, что он будет. Ты ему уже дал, что надо было все сделать? Он очень неподкупный А оказался. почему ты перед всех поговорил? А я же сразу сказал. Начинается уже. В общем, если вдруг ворота Эльбургана назначают пенальти, это капитан команды Барабанова. Не, я думаю, просто как Кенджи это сделать, Не, все конечно. равно на таком уровне Так он что ответил? он мне На поле будет Кенджи, еще же два боковых, так Его- что это его- вакансии это боковые все его есть. бригада. Бурганский один может, другой Псыжский может. Можно и Так так. что все было по-честному. Я это шутки, конечно. но- Можно и так. Там, ну, а так я его попросил, чтобы ровно та же бригада была, которая судит на республику, чтобы они были. Ну, все равно. А почему 10 часов именно делаем? Мы вообще хотим как? Ваш матч был где-то в 12 часов. Здесь мы хотим товарищеский матч среди ветеранов. Разогревочный такой, да. Всё такое, чтобы пока вы разминаетесь, пока там морально настраиваетесь, хотим такую небольшую разрядку среди ветеранов провести. Ветераны всех кабардинских? Или... Нет, максимум один матч среди каких аулов неизвестно. А Сейчас, сколько минут? ну, не будем затягивать, по 20 максимум. 2 по 20, 25. Нет, наверное, а у два нас? тайма по 20. У вас обычный футбол. У вас, да, стандартно, как вы, Стандартно, в принципе, по 45. играли. Амиран, последний комментарий прочитай. Так, читаем вопрос. Спросите у Азрета, почему он не хочет играть за Аул Псыж. Да, вот это Азрет, сейчас секундочку. Вот сразу же давайте дополним вопрос. На самом деле, в самом начале, как только вот чемпионат именно в гостях дома, который проходил, это я даю комментарий туда, потому что очень много у нас футбольных мероприятий было. Когда он только стартовал, в этот момент был очень щепетильный, что там, если прописка там, но живешь ты где-то там, неважно, кто ты по национальности, но живешь в Абаза-Ауле, там, там целая была церемония по И сам не выявлению. разберешь, да? Да, там просто уже такая, извините за выражение, каша возникала. Вот, отвечая на вопрос, сразу дополню, Рустам, также тебя попрошу, наиболее яркие моменты, голы, какие-то, может, наигрыши, да, например, лично мне запомнился матч открытия Эльбурган-Инжичукун, когда голкипер команды Эльбурган сейф с пенальти,
когда он отразил пенальти. Ну, это, по-моему, просто один из наиболее, наверное, зрелищных моментов. Но я честно признаюсь, своему стыду из-за работы, из-за каких-то других проектов я не все игры посещал. Вот, но, может, какие-то все равно моменты были. Если вы сможете вспомнить, как-то обрисовать это на слова, будет очень приятно. Ну и, Азрет, провокационный вопрос, отбивайся. Почему за псы не играю? Не, я могу и поиграть и за псы. Не принципиально. Да, но тут же... Я добавлю, можно? Кадров голос услышать, наверное. Я сейчас не потому, что за эти идеи выхвалю. Ну, любую, ну, я тоже себя беру. На первом месте, конечно, я свой аул люблю, несомненно. И ко всем остальным аулам тоже отношусь как к своим родным, ну, таким. Для меня особой разницы нет, кто какой аул. И я не раз наблюдал за Азретом именно на играх, да, что какой бы матч, какие бы соревнования ни были, где бы он ни был, он, ну, если так выражаться, в основном тусуется с городскими, да, псырские, там, я не знаю, разницы нет. Но как только дело касается соревнований, у него принципиально взяли программу. Вот за это я его уважаю. И, то есть человек интернационалист, у него очень много друзей, там, карачаевцы, нагайцы, русские, там, разницы нет. То есть он не обособленный, да, там, или бруганский, и все, ни с кем не общается. Мне кажется, на него просто заслан давит. У него очень много друзей, но когда речь идет о том, какой аул представлять, на первом месте идет свой аул. За это молодец. Ну, это знаешь как, я вот даже не представляю, да, вот, да, ты правильно говоришь, я со многими общаюсь в городе здесь, ну, имеется в виду друзья у меня, которые играют в футбол, мы каждый день вместе здесь находимся, мы абсолютно не разлучаемся, да. Мы всегда вместе, но когда касается дела футбола, и я всегда говорю, ребята, не обижайтесь, это мой аул, да, я буду за него играть. Поэтому это как-то даже не могу объяснить, да, я говорю, не знаю. Ну, бывают моменты, когда, конечно, люди уже не попадают в сборную, но желание огромное, да, но его уровень, в принципе, подходит уже для другой команды, и он может туда уйти, это как бы ни в кому не в обиду, кто-то скажет, ну, желание есть, но в команду не попадаю, да, и умереть, больше не играть, да, там, играть же хочется, да. Поэтому это ни в кому не в упрек, можно играть за другие аулы, но если ты номер один в своем ауле, тогда лучше играть за свой аул. Друзья, тут сразу пошли обидки со стороны команды Эльбургана. Азрет, что это за подстава и почему ты нас кинул? Можешь с нами больше не играть. Ну, то, что ты так сказал. Дальше комментарий для Рустама. Ляу, хватай кубок и беги, мы подъедем. Да, друзья, у нас стабильно 30 зрителей. Все же ближе, они могут успеть. Да, очень такой интересный эфир у нас проходит. Нет, тут ты скажи, что тут Напол Хавастан, но его знают все как Маугли. То есть тут два против Да, одного. капитан команды Эльбургана, да, эльбурганские по одному не ходят, вы поняли, да, они на всякий случай пришли, да, вдвоем, чтобы... Они за кубком уже пришли вдвоем. Идем дальше, друзья. Азрет, повтори, пожалуйста, свое объявление на абазинском. Почему? Потому что тут жалуются, что мы ведем эфир на русском языке. Объявить, что... Ну, то, что вот мы знаем абазинский, просто вот решили все же, да. Шайбашкунша, эхшока, Албран, 10 часов, Аллах Хустан. Всех ждем суббота, Аллах Хустан. Большое спасибо. На самом деле, ребята владеют абазинским. Я, к сожалению, не совсем хорошо его понимаю, но мы все же для других наших зрителей решили все же вести эфир на русском языке. Не считайте за обидным. Этот момент мы скоро поправим. Поэтому можно сейчас чуть закрыть глаза. Идем дальше. Такой вопрос. Яркие моменты все же я настоятельно попрошу рассказать, потому что времени у нас еще очень много. 10 минут. Сколько? 10. О, это целая вечность. Расскажите, пожалуйста, да, я понимаю, может, не всех вы знаете по именам, фамилиям, но я возьму на себя такую ответственность. Немного такой провокационный вопрос задам. Почему? Потому что вы не представляете, что происходит последние 2 недели в офисе организации Алашара в Черкесске. Тут с пеной у рта, с дебатами, трениями, прениями просто обсуждаем, кому какой личный титул дать. Как вы видите, у нас фонд большой. Вот, например, такая золотая бутса у нас
лучшему бомбардиру чемпионата Базашты по футболу. Ну, это однозначно. Уедет, да, это как бы мы уже знаем, поэтому товарищ нападающий команды ГУМа уже может наслаждаться видами. Но помимо этого, вот кого бы вы в каждой команде или там можно какие-то определенные титулы выдвинули бы? Вы корифеи футбола. Я честно не знал, что у вас такой большой опыт, поэтому считаю уместным, что вы такой комментарий дадите. Вот. И вот на ваш взгляд, кого бы вы на какой вот статус, скажем так, на какой титул выдвинули бы? С какой команды, какого парня? Это лучший игрок, это лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь, лучший игрок турнира. Ну, однозначно, на самом деле, очень сложно сказать. Это вот есть люди, которые решат, это, ну, вот, и организаторы, я думаю... Знаю, да. Ну, знаете как, вот, чтобы Это не понимали... только организаторы, Да. причем совместно. Да, Да, путем знаете как, совместных просто можно это как-то- мы играем в футбол, да, как бы мы не следим за игроками, кто как играет. Это как бы со стороны люди, которые наблюдают, они лучше это увидят. Наше дело, мы играем в футбол, мы только видим... Ну, своих- на ваш взгляд, кого бы выделили? Сейчас Ну, мы лучше. не решаем, кто лучше Я игрок. бы лучше защитника я бы присвоил бы вот, Рустам. Да, спасибо. А он, ты лучше нападающий. Снова первенственностями, Не, да. я лучше нападающий навряд ли, потому что у меня травма была на ноге, я не играл. На втором Я во круге втором только кругу только присоединился. смог, Да. я ломал косточку на Ну, ноге. Рустам, мы же обсуждали Да, примерно обсуждали. список, в Ну, принципе, может и быть, еще, знаете, повторить. могу добавить, вот есть у нас, у меня в команде, у нас в команде Табишев. На самом деле он сейчас и на уровне республики, вот Азрет даже не даст соврать, очень, очень на серьезном уровне этот парень играет. Это Игнуса сын? Да, Ну, Илюса. он серьезно. Да, вот... Но он на чемпионате Базашты не играл. Играл? Чемпионат? Не, на базашке не должен. На Базаште Нет, не играл ни один матч, по-моему. А так он хороший, несомненно. Да, вот он действительно, ну он как бы и тренируется, он сейчас в Ставропольском крае играет, как бы вот у него уровень. Но А если так, бы он играл, я думаю, несомненно, он Да, был. да, Но да. в его отсутствии я там просто знаю, что он на кубок за нас играл. 3-4. Да, а так я выделил уже, я сказал, что это вот с моей командой, как бы с нашей командой Тапшмах, Афамар, вот из них выбирать. Потом Аслан, я не знаю фамилию. его. Хамук. Да, Хамуков Аслан и Тахир. По-моему, я Уже их назвал. Да, вот из них троих видно, что ну, ребята действительно неплохой футбол показали. На этот чемпионат можно выбирать из этих ребят. Вот так. Назрет. Азрет Азрет, он тут есть кто лучше нападающий. Лучший нападающий во втором круге, да? Во втором круге, во втором сезоне. Он же тоже, ты же тоже в конце подключился, да? Да, я 3 игры сыграл, получается. Да. Ну, такие Перелом на- самые основные игры, которые... Перелом ноги был что-то. У меня косточка вот здесь отломалась, я в Донбайе Да. чуть с горки не так съехал. чуть. Не туда. Ну, Да. главное, что ты восстановился. Да, желаем слава тебе богу. крепкого Я здоровья. очень хотел играть в футбол, на самом деле, меня горел, когда это сказали, что будет. Я просто, ну, слава Аллаху, все хорошо. Играем, нормально. Я как раз попал на тот момент, когда нужно было с ними играть. Ну, как обычно. Но мы тоже Анзора ждали, мы Анзору шаг говорили. Принципиально с Эльбруганом и с Псижом приезжать. Короче, не получилось. Вот я как раз, слава Аллаху, восстановился. Вот первый круг они вместе играли, у них был счет какой у нас? 1-1 вы закончили, да? Там? Да. Вот. Нет, 1-1 первый был. 1-1. Первую игру с кем? Да, У кого? с нами, с Эльбруганом, А, да, с чемпионами. Ну что, друзья, давайте уже красиво подытожим. Парням тоже пора, нам тоже делать публикацию. Нам еще, не забудьте, в 18:00 у нас появится в группе ВКонтакте голосование и в разделе истории на странице в Инстаграм, за какую команду вы голосуете, кого вы видите потенциальным обладателем вот этого красивого, эпичного кубка, суперкубка Базашты по футболу. Ой, почему я не футболист, да? Парни, большое спасибо. И в заключение у нас вот, кто бы у нас не был в гостях, у Face to Face, кстати, тоже была такая идея, если честно. Да. Не, вот так, один кубок с одной стороны, другой с другой стороны. Друг на друга смотрим. А можно мало из радио тоже сказать? У нас такая традиция, пожелание зрителям эфира и народу Абаза в целом.
Это могут быть не только спортивные пожелания. Вот то, что у вас на сердце, на душе, пожалуйста, у вас есть пара минут, ваши пожелания. Ай, если честно, не красноречивый в пожеланиях, но на сердце много чего сказать. На самом деле всем здоровья крепкого. Взрослое поколение, это я имею в виду, у которых есть дети, воспитывайте своих детей в спорте, это хорошо. В общем, процветание нашему району, на самом деле, будет очень приятно. С каждым годом, чтобы мы улучшались. Всем большое спасибо. Рустам, Ляу, скажи пару слов за меня. Да, дополню. Ну, что хочу сказать, в первую очередь, здоровья нашим старшим, здоровья, как говорится, нашему подрастающему поколению. На самом деле, вот, решили провести наши организаторы такой турнир. Дай Аллах здоровья, дай Аллах, чтобы была возможность всегда такая, чтобы была поддержка в будущем. Все очень здорово. Ну, и еще раз хочу к словам Азрета присоединиться. Району процветания. Мы как молодежь района, пока молодежь еще, будем стараться приукрасить как бы наш район во всем, во всех начинаниях, помогать, способствовать этому. Спасибо. Друзья, у меня в завершении очень важное объявление. На странице Абаза Спорт в Инстаграме вы увидите объявление о сборе на лечение лейкемии у Алима Гидугова. Там указан его отец Джамбот Гидугов. Если у вас есть возможность как-либо перечислить средства на лечение парню, это тинейджер, довольно такой хороший мальчик, обратите, пожалуйста, внимание, на странице организации Алашара, может, в будущем появится это объявление, но вы можете набрать в поисковике Абаза Спорт или по хэштегу Абаза Спорт перейти на эту страницу, там эта запись одна из самых первых, вы не проглядите ее, пожалуйста, обратите внимание и по возможности помогите, пожалуйста, семье. Парни, еще раз большое спасибо. Вас же я еще раз приглашаю 15 сентября, уже в эту субботу, матч за Суперкубок Абазашты по футболу. Встречаются команды ПСЖ, а в данном случае представитель, капитан команды Рустам Ляу и нападающий команды Улель Бурган Азрет Ксалов. Друзья, до новых встреч, следите за нашими эфирами, подписывайтесь на наш канал на видеохостинге YouTube, ставьте там, нажимайте колокольчик, чтобы уведомления не пропускать. И до новых встреч. Дила Хаирла. Молодцы.